Когда я готовила эту презентацию, я вообще подумала, я не участвую никогда в написании законов, не участвую в оценке коррупции. Я просто каждый день, вот как сказал наш гость из Грузии, да, хочу, чтобы просто каждый день делать какое-то движение, чтобы это привело к борьбе коррупции. Я сегодня просто поделюсь своим опытом и хочу сказать, на что я наткнулась, пока я готовилась к этой презентации. Вот если мы возьмем карандаш, да, и скажем, что у нас существует две крайности, да, вот если одна крайность это коррупция, то вторая хорошая крайность это, оказывается, добросовестное управление, где все управляют так, как думая об общественном благе, думая о государстве и т.д. и т.п. И самое, что интересное, я нашла в нашей действующей Конституции 110-я статья. 3 основных принципа добросовестного управления, они у нас в Конституции отражены. То есть то, на основе какой Конституции мы сегодня живем, это не есть плохая Конституция, это просто как бы скрытая уже агитация за то, чтобы не голосовать за поправки, которые сегодня предлагают. Значит, что говорится в 110-й статье нашей Конституции? Что принципами добросовестного управления являются только 3 основных принципа. Первое – прозрачность. Второе – широкое участие. И третье – это подотчетность. То есть каждый, кто управляет нашими с вами налогами, деньгами, бюджетами, они просто отчитывались, куда они это все отправляют. Если мы эти 3 принципа держим как флаг, я думаю, что, в принципе, коррупции будет меньше. Сейчас я хочу просто рассказать о своем конкретном опыте, как мы это делаем. И, естественно, будем говорить о 3 ветвях власти, с которыми нам приходится вечно бороться. Хотя, конечно... Значит, первая власть, да, первая ветвь – это наш законодательный орган. Первый принцип прозрачности. Открываем их сайт kengesh.kg. На каждой стадии вот того, что мы проделываем, мы начинаем искать, что там у них происходит. И буквально весной прям говорили, где вот там у них очень много движения законопроектов, там опубликованные, продвинутые, переданные президенту, подписанные. Но буквально весной мы смотрели, и там вот в разделе, где итоги голосования, они не вывешивали результаты голосования. Знаете, они начали вывешивать, и недавно, не буду, конечно, спускаться до того, чтобы фамилии называть, но лидер одной из фракций опубликовал такой пост, написал, что он бежал, встретил одного иностранца, а оказывается, у нас за 5 дней нужно регистрироваться, а если не зарегистрировался, это, оказывается, такие большие штрафы. А обычный гражданин быстро набил, когда этот закон был принят, и говорит: уважаемый Баланча, вы же 2 недели назад сами за этот закон проголосовали. Взял вот, отскриншотил вот эту вот страничку, да, и говорит: а когда вы за это голосовали единогласно, вы об чем думали? То есть, товарищи, у нас будет коррупция идти на сокращение, если каждый из нас будет свою волю к этому прикладывать. А то мы исследуем коррупцию, пишем законы, а в реальной действительности, когда нужно свое мнение сказать, да, мы говорим: без мандай, вот давайте мы сделаем такую нейтральную позицию, закроем глазки, да, вот тынчеледы, да. Вот мы никогда не будем жить в правовом государстве, если мы не будем эту борьбу ежедневно на своей шкуре ощущать. Да, нас будут гнобить, да, нас будут называть врагами, которые продаются Европе и Америке, но мы должны иметь четкие доводы, почему это не так и что сегодня в нашем обществе происходит. И что интересно, мы все время говорили: вывешивайте, вывешивайте. Сейчас вот этот раздел, да, голосования, оно вывешивается. Мы можем отслеживать, кто. Потому что мало, да, когда депутат с трибуны высокой говорит вот такие высокопарные слова. Но если мы хотим оценивать нашего депутата по действиям и по делам, то его дела – это как он отдает свой голос за каждый конкретный вопрос. И тогда мы уже можем их оценивать, их эффективность. И очень хорошо, например, буквально вчера прошел судебный процесс, мы подавали председателя комитета по судебной реформе в суд. За то, что она в нарушение нескольких конституционных законов, регламента Джолорку Кенеша протащила очень важный законопроект. Суд, конечно, у нас сейчас независимым не является. Они изначально подготовили такой ответ, мы знали, что мы проиграем, но на судебном процессе я сказала: объясните мне, почему вы приняли такое решение. Он говорит: а вы получите, говорит, судебное решение на руки, и там прочитайте. Я говорю: огласить судебное решение и объяснить сторонам, почему принято такое решение, это один из инструментов
снижение конфликтогенности, потому что народ уходит и не понимает, почему принято такое решение. Я говорю, требую мне сегодня и сейчас объяснить, почему вы приняли такое решение. Я должна уйти отсюда с мнением, что вы приняли единственное правильное законное решение. Он не был готов к этому. Ему пришлось объяснять, но было по его виду, что он был к этому не готов, потому что там не было разумных объяснений. Но если каждый из нас начнет требовать в зале суда объяснить, почему решение принято именно таким образом, судьи начнут немножко лучше готовиться. Значит, вот то, что уже вывешивает, это уже хорошо. И мы можем на них влиять. Они сегодня начинают больше говорить о регламенте, о том, что между чтениями нужно выдерживать, оказывается, какое-то время. Для них это было открытие. Что есть, оказывается, какие-то понятия, как сроки, которые тоже нужно выдерживать. О том, что есть, оказывается, и лингвистическая экспертиза, которую тоже нужно приложить, прежде чем рассматривать в комитете. И мы на это их толкаем. Следующая ветвь власти – это исполнительная ветвь власти. В 2011 году, когда только Роза Исааковна запустила наши общественные советы, про которые вы слышали в первой сессии, Общественный совет Министерства финансов, конечно, внутри Минфина вот этот портал Укмет-Киджи уже был создан, но он не мог вступить в действие, потому что чиновникам это было не нужно. И члены общественного совета дошли до премьер-министра, нынешнего президента, и объяснили, что это нужно. И с его такой благосклонной руки это было запущено. И это было запущено в гораздо лучшем виде, чем сейчас он существует. Потому что, вот если взять портал Укмет-Киджи, можно в режиме онлайн отслеживать, откуда поступают денежные средства и куда они тратятся. Я, например, работаю с органами местного самоуправления, я обучаю депутатов, как этим пользоваться, и они сидят, им не надо бегать Укмет-Киджи, они сидят у себя дома и в режиме онлайн могут отслеживать, откуда приходят деньги. Но год назад ту строку, где можно было отслеживать частные лица, закрыли. И прикрылись 54-й статьей Налогового кодекса. Сказали, это, оказывается, информация персонального характера. Товарищи, мы уже в таком веке живем, да, когда в зарубежных странах пишут топ там, миллиардеров, да и говорят, вот они миллионеры, миллиардеры. А из-за того, что они платят налоги, к ним относятся уважительно. Они говорят, это богатые люди, они создают рабочие места, а у нас как к богатым относятся. Раз он богатый, значит он коррупционер, значит он где-то съел. Почему? Да потому что данные о налогах считается персональной информацией, они закрыты. Например, ко мне пришла вчера женщина, которая пыталась отстоять свои права, но так как ее процесс, она сроки упустила, процесс закончился одним судебным процессом. Ей сказали, у тебя сроки, ты их пропустила, и вторая сторона подала на нее в суд и сказала возместить мои расходы на адвоката. И вот этот адвокат, который один раз пришел на судебный процесс и доказал суду, что сроки пропущены, затребовал 250 тысяч сом. Кто такие гонорары видел? И мы хотели открыть, платит ли она налоги. И когда мы пошли в суд и потребовали, чтобы узнали информацию, платит ли она налоги, сказали, что это персональная информация. А если сегодня этим инструментом будут уже другие пользоваться, это будет особый вид мошенничества. Я говорю, неважно, пусть она 250 за один присест зарабатывает, но она должна заплатить соответствующие налоги, и мы должны видеть из вот этого портала, что она платит налоги. И мы тогда будем говорить, во у нас какие адвокаты. Пришел в суд, сел, встал, 250 тысяч в карман положил, заплатил налоги, какие они у нас высокооплачиваемые. Мы это сегодня не можем сделать. И вот прикрывательство вот этой 54-й статьей о налоговой тайне, я считаю, это кощунство. Все должны знать, сколько уплачивается налогов. И если я увижу, что человек платит большие налоги, я буду считать, что он богатый и он содержит нашу страну. Я буду его уважать за его богатство и умение платить налоги. Про портал госзакупки. Из него мы можем узнать, кстати, я открыла один Укмет-Киджи, куда я сама плачу налоги. И, кстати, через вот эти порталы можно, знаете, какие даже эти снимать? Вот было такое время, когда люди приходили в Укмет-Киджи, девушка в Укмет-Киджи брала деньги, потом бежала одним счетом, платила там Кошмуратова, да? И такое ощущение, как будто все доходы делает Кошмуратова. Я говорила, а где мои деньги внутри вот этой Кошмуратовских? Сейчас запретили это, и сейчас можно прям говорить Асанбаев, Юсюнбаев, и можно, я даже налоговикам говорю, не надо бегать по двору. Садитесь за компьютер, смотрите, кто не заплатил, а бегаете во двор только тем, кто не заплатил. То есть это диванная работа. Но мы должны начать, мы должны поработать с этим порталом, потому что очень многие функции, они сегодня закрываются. Вот так вот я прям открыла один Укмет-Киджи, и вот прям видно Байсалова, Теребалиев, там, Кошалиева, и пошло.
Про портал госзакупки. Вот тут вот сидит представитель Клоп Медиа. Вы все знаете, что через портал госзакупки можно узнать, кто что закупает. И активисты, я почему верю только в то, что открытые данные могут побороть коррупцию, никакие ни законы, ни планы и прочее. Потому что вот Клоп KG, они выявили года 2 назад, что, предположим, если есть поставка, предположим, молоко, буква О пишется на латинице, никто его не видит, и энное количество людей, которые знают об этих махинациях, только они имели доступ к этим. Сейчас, конечно, я понимаю, что чем больше мы вооружены вот такими какими-то инструментами, тем изощреннее становится правительство, чтобы уходить от вот этого всего. Мне бы хотелось, да, чтобы каждая вот такая вот выявленная коррупционная схема, она бы приводила к тому, чтобы вот тот, кто это сделал, нес ответственность. Самая большая проблема у нас в том, что мы ответственности не несем. Выявляют, что милиционер покрывал проституцию, а его берут с этого района и отправляют в другой район работать. Или же снимают с этой должности и повышают там в Генеральную прокуратуру направляют. То есть вот эта вот проблема ответственности у нас сегодня очень такая. А если бы все отвечали за свои деяния, я думаю, что вот такого уже бы в Кыргызстане больше не было бы. Третья ветвь власти, которой тоже мне хотелось бы остановиться, она любимая у меня, это судебная ветвь власти. Очень хочется, да, здесь, наверное, сидят представители международных организаций, просто попросить, да, когда даете деньги Кыргызстану, ставьте жесткие условия. Не надо вот нас обучать и приучать к тому, что, донорские деньги, это такая халява, да. Могут наши заказать шикарный продукт, а потом сослаться на какое-то законодательство, сказать, нам это законодательство или вот эта запятая не дает возможность вот это вот осуществить. У нас очень много сайтов, порталов. Кыргызстан получил 5 миллиардов долларов на автоматизацию судов. И когда мы промониторили, ни IT-продукта, ни этих фиксаторов, да, ничего не было. То есть ни денег, ни продукта и ни ответственности. Налоговая служба тоже получила огромные деньги. А сегодня региональная налоговая служба бегает в центральную. Я просто наблюдатель в налоговой службе и знаю это. И системы как бы такого нету, а мы уже должны были сидеть, вбивать ИНН и видеть, кто где, сколько налогов платит и как идет сбор налогов. Что касается судебной системы, был создан специальный портал Сот.KG, где вы можете увидеть дела, вбить там 166-ю статью и посмотреть, как по мошенничеству принимаются эти решения. И вот буквально в реальном виде судебный акт вывешивается. Раньше он начинался, это были специальные какие-то решения. Летом этого года был принят закон о доступе к информации, он был дополнен еще разделом о доступе к судебным актам. И сегодня все дела, которые принимаются в открытом судебном заседании, должны вот тут висеть. Что это нам дает? Мы можем анализировать, если мы видим 2 одинаковых дела, но решение по ним. 2 разные крайности, мы можем задавать вопрос, почему при одном законодательстве в одном случае вот эта крайность, а в другом случае другая. Еще говоря о вот этой вот системе, мне хотелось бы сказать об инструментах. Да? Мы, оказывается, очень часто пытаемся к борьбе с коррупцией идти через инструменты вот такого, да, менсиями там в прокуратуру сдам, я тебя там посажу, я тебя в милицию. Я не обращаюсь в прокуратуру. В редких случаях, когда я вот вижу, я прям могу пойти, а так я не обращаюсь в милицию, уже давно я поняла, что бесполезно. Почему? Потому что они вот когда говорят, ой, пишите нам, ой, присылайте, они не хотят сами работать, они вашими руками собирают вот эти факты, потом придут еще с них, содрут деньги, а потом сидят такие и говорят, а знаете, там сроки прошли, а там невозможно доказать вот ту устойчивую связь. Вот поэтому... Да, вот поэтому не надо им накрывать поляну, давайте пойдем по другому пути. Я, например, да, я мониторю судебные процессы, решила найти пряник для судей, потому что есть среди судей такие, которые хотят честно работать. Мы должны их как-то еще в этом аспекте, выявлять и говорить, посмотрите, оказывается, очень сложно выявлять пряники. Вот если ругать, то без проблем, а вот джахши-джахун гургун, оказывается, у нас очень сложно. И что мы сделали? Мы объявили конкурс, который называется «Самый прозрачный судья». Мы решили вот этот портал как-то расшевелить, потому что деньги донорские потрачены, мало кто вывешивает, и тишина, да? И мы объявили этот конкурс, и начиная с января месяца начали писать «Самый прозрачный суд, судья,
там и хвалить начали. Я вам результаты могу просто привести. Если в январе месяце, когда мы первый раз опубликовали об этом, кроме бишкекских судов, только 2 региональных суда. И то один Чуйский областной, потому что он находится в Бишкеке, а второй Таласский городской. И только потому, что одного судью из Бишкека в Таласский городской командировали, они вот были вовлечены вот в это вбивание вот в этот портал. По итогам 6 месяцев 21 суд, помимо бишкекских, региональных 21 суд, уже вывешивает свои дела в этом портале. Да, мы 1 год будем говорить только о том, как они вывешивают, со следующего года мы начнем анализировать. Мы начнем толкать пленум Верховного суда, что они обобщали вот эти дела и давали бы свое правильное толкование. Только через обобщение судебной практики мы улучшим судейскую практику. Теперь я хочу немножко нас похвалить, нас, таких активных граждан. Хотя я знаю, что с каждым годом мы как-то вот приспособляемся, пытаемся лукавить, неглавными там, вот такие вот вещи. Но тем не менее, если вот взять регион такого вот от России, там, ну, бывшей СНГ, то считается, что наша страна может гордиться такой активными своими гражданами. Когда вот этот нынешний 6-й созыв Джогорку Кенеша только хотел прийти на работу, они объявили тендер о том, что они покупают новые кресла. Один молодой человек взял и говорит: ой, на портале госзакупки они, оказывается, заказали, прям повесили параметры, чтобы он выдерживал 120 килограммов веса и прочее, прочее. И что пошло? Граждане устроили на Фейсбуке флешмоб, начали фотографировать свои кресла, даже до вот такого абсурда доходили, кто-то написал: вот продают там свою табуреточку. В конечном итоге депутаты сказали: не будем мы это все покупать. Все, это было остановлено. Но сейчас, смотрите, недавно же они все-таки его себе приобрели, 120 новых кресел. Мы написали запрос, и они сказали: нам это какой-то спонсор купил. Где-то у меня интуиция есть, что его купили на какие-то донорские средства. Может быть, тот же Евросоюз или ПРОН, не знаю. Но мы требуем, говорим: озвучьте, кто у нас такой добрый в Кыргызстане. Почему именно кресла покупают доноры, а не там в онкологическую больницу какой-то ускоритель, да, который Кыргызстану нужен. И мы добьемся, чтобы они нам ответили, потому что даже если спонсорская, то мы должны знать, кто такой добрый дядя. Иногда бывает так, что некоторые вещи уже как бы остаются в конце, то есть уже приобретено. Да, Джогорку Кенеш полностью сменил все свое ковровое покрытие. Мы не успели отреагировать но за то, что позволяет делать вот эти порталы об открытости. Мы узнали, что его приобрел 22-летний сын чиновника. На сайте Минюста можно узнать, где он находится, как его фамилия и прочие вещи. На портале госзакупок можно посмотреть, что он поставляет, а он поставляет, начиная с мебели, молоко, кашу, ковры и все. Коррупционная составляющая есть? Конечно, есть. Потому что предпочтение отдают более такой специализирующейся компании. И, естественно, зная ИНН, можно было бы увидеть, если это организация, ее можно увидеть. А если это частное лицо и ЧП, информация будет закрыта. Можно увидеть, сколько он налогов платит и прочее. И в этом аспекте еще один небольшой момент, который я вот к своему завершению хотела бы сказать. Какое отношение имеет это вот к нашим инструментам? Почему я говорю, что я не верю к тому, что вот человек может прийти где-то там на какой-то комиссии посидеть и бороться с коррупцией? Вот в 2010 году в Кыргызстане, может быть, оно было раньше открыто, просто я о нем узнала тогда, у нас был информационный центр госкадровой службы. И изначально он планировался для того, чтобы замерять наше IQ с помощью компьютера, и чтобы потом люди оттуда шли на госкадровую службу. Я недавно просто побывала в Малайзии и увидела одну уникальную вещь. После этого я подумала, что все гениально уже давно изобретено. Просто нам нужно брать и использовать. Что это за центр? Центр тестирования, у них, оказывается, вот тестируют людей всех специальностей, которые служат в государственной структуре, даже адвокатов. Например, у них нет, оказывается, лицензии адвокатской. Дают на 3 года. В течение 3 лет человек приходит, ну, предположим, им нужно набрать 60 баллов. Они приходят, сдают, $86, оказывается, это стоит. И если они набирают 55, то есть не хватает 5 баллов для того требуемого, он эту бумажку берет, куда-нибудь себе под мышку, пошел домой, куда-то в стол запрятал.
готовится, через 2 недели идет, снова сдает, и если он набирает вот эти желаемые 60, он ее в рамочку вешает у себя в кабинете, и ровно с этого момента еще 3 года у него появляется право заниматься этой адвокатской деятельностью. И что интересно, суды тоже должны каждые 3 года подтверждать уровень своих знаний. Но это не является такой оглаской. Они идут, тихо сдают, и если у них не получается, они снова готовятся и снова сдают. Недавно что я встретила? У преподавателя идет аттестация и говорит, если я, говорит, не сдам аттестацию, мне скажут, а у я-то жирмович жылдан бери работает в школе, и аттестациядан өтпей қалыптыр. Нужно пойти договориться, потому что для них не важно, что он не пройдет, а важно, ты не сдал аттестацию, и идет заблаговременно договаривается, чтобы аттестацию у него прошло, потому что вот этот ушах же он распространяется. И что самое интересное, вот этот наш информационный центр, где было приобретено этот полиграф, да, детектор лжи, он не используется сегодня. Минздрав создал свой. И что самое интересное, я вот продолжаю сама быть наблюдателем, и недавно, когда выбирали директора одного центра, да, в системе здравоохранения, мы написали, что одна из них была осуждена и была даже не реабилитирована, у нее там амнистия была, это не реабилитирующий фактор. И когда мы сказали, она не должна была участвовать вот в этом конкурсе, мне начали звонить мои же коллеги и сказали, Рита, сенің не, теге, екінші сен лоббировать етотасың ба. А я даже не знала, кто там екінші и üçüncü. Мне просто добрые люди принесли документы и сказали, человек осужденный, имеющий конфликт интересов в этой сфере, снова идет на конкурсы. И я даже не отслеживала, кто второй, третий. Но у нас у кыргызов сложилось такое вот впечатление, что если человек выступает что-то, у него есть корыстный интерес поддержать вон того, депче. Товарищи, мы сами, будучи наблюдателями, проверяющими, надзирателями, зачастую вовлекаемся вот в эту игру, когда кого-то лоббируем. Я не верю тому, что человек может искоренить коррупцию. Я верю тому, что коррупцию на 80-90% может искоренить только техника и технологии, IT-программы. И в этом аспекте, если здесь есть в зале представители ГРС, передайте, пожалуйста, Сарпашеву Тайырбеку. Пусть он сделает обещанное, потому что когда мы сдавали биометрику, я вот скоро пойду из-за референдума сдавать биометрику, до этого не сдавала, но он говорил, что вот эти данные будут использоваться, будет создана единая база данных для всех государственных органов. С этой единой базы Минфин, там, соцфонд, все будут использовать. К великому сожалению, мы этого еще не достигли. Когда еще был Искак Масалиев директором госналоговой службы, мы сказали, давай переходи на всеобщее декларирование. Не надо создавать велосипед. Вон попроси у соцфонда, у ГРС или у Газшайло. У вас база данных 1 к 1. Он только для того, чтобы отвязаться от нас, написал 3 официальных запроса в эти 3 госоргана. И знаете, что было отвечено? Соцфонд сказал, нет, не дам. Они у нас вообще являются государством в государстве. ГРС сказал, да, если ГКНБ разрешит. ГКНБ сказал, нет, там персональная информация, не разрешаем. Газшайло тоже не дали. В одном государстве друг другу не передают базу данных. Не просто человеку, а госорганы между собой не передают. И я могу сказать, что они между собой не совпадают. Сегодня в Кыргызстане нет четкой статистики, сколько у нас детей, кто не имеет доступа к образованию, сколько там женщин получает насилие и так далее. То есть у нас статистика колеблется от того, кто и как его собирает. И вот если есть здесь представители ГРС, передайте Тайырбеку Сарпашеву, если он хочет хоть как-то остаться в истории госуправления как хороший менеджер, пусть создаст единую базу данных для всех государственных органов. Пока это не создастся, у нас никакой борьбы с коррупцией не будет. И вот к тому, кто у нас до обеда выступал, сказали, посмотрите, у нас платежи по ГАИ выросли. Ничего подобного. Я буквально вчера, позавчера попросила мужа своего, чтобы он проехал в ГорГАИ и заплатил мой штраф. Ни один вот этот банкомат, или как он называется, вот эта машинка, терминал, не принимает штрафы по ГАИ. Ни один банк РСК, я сама лично в РСК сходила, они сказали, мы не принимаем, езжайте в ГАИ. ГАИ Геварса обычные кассы не принимает, а есть отдельная касса. Но что меня порадовало, то что пришла фотография с моим номером автомобиля и где я его нарушила, да? Меня это очень сильно обрадовало, но не имение возможности зайти в ближайший терминал и заплатить штраф привел к тому, что я сходила в банк, тыкала-мыкала этот терминал, там закрыто, оно было раньше действовало, сейчас уже эта функция не работает. То есть о чем идет речь? Сначала мы создаем что-то хорошее,
Потом, когда видим, что это, оказывается, обезьянча джахпайтка, коррупционная схема нас это немножко сжимается, чиновники начинают сразу думать, ой, и мне надо создавать это вам. Потом там закрыли кнопку, здесь закрыли, там прикрылись законом, что это частная информация. И Укмет Кейджи был вот таким порталом. Когда я составляла декларацию о совокупном годовом доходе, я не искала вот эти 1000 бумаг. Я просто кликала свой ИНН и сидела, отчет писала. Вот так было. Сейчас все эти данные закрыли. То есть это все делается, то есть сначала все открывается, а потом берут и вот так вот сжимают. Точно так же и в ГАИ. То есть, товарищи, мы занимаемся все время имитацией бурной деятельности. 25 лет, но мы сейчас отходим по позициям в коррупции очень далеко туда. А про Джогорку Кенеш вообще молчу. Они вообще не знают, что такое регламент, законы, сроки. Сами пишут законы, а потом говорят, ой, вот хорошо, что вот эта вот проблема с 5-дневной регистрацией иностранцев всплыла, да? Они не помнят, что они в середине сентября за этот закон голосовали. Я сама лично начала опрашивать, говорю, как ты так проголосовал? Ой, укуган эмеспес. Это говорят здравомыслящие люди, которые сегодня нашими жизнями, судьбами управляют. Вот поэтому просьба всем, кто здесь сидит. Каждый из нас должен делать правильные движения и заставлять наши 3 ветви власти работать в рамках закона. И только тогда мы будем правовым государством. А то я сейчас вот Бербайкине встретила, он говорит, ну я хочу такую нейтральную позицию в этом вопросе занять. Не бывает нейтральной позиции. Или мы за, или мы против. Если вы за, говорите, почему за. Если против, то вы должны внятно говорить. Это наша жизнь, это наше государство. И от того, какие вы действия будете сегодня совершать, мы завтра будем жить именно в том государстве, в котором мы сегодня находимся. Не бывает вот такой серединчатой позиции. Спасибо вам большое.